О ходе ликвидации последствий непогоды мы поговорим с вице-премьером Зиаудином Даурбековым. Он сейчас находится в студии. Добрый вечер. И начнем с электричества. Еще днем там поступила информация о том, что 6 тысяч домов в республике остались без света. Вот к этой минуте насколько удалось исправить эту ситуацию? Дело в том, что сегодня я начну с того, что заблаговременно поступила информация с Росгидрометцентра о неблагоприятных погодных условиях, ожидающихся. Значит, по линиям деятельности экстренных служб были проинформированы, было проведено оповещение населения через различные специализированные службы. Есть у нас региональная автоматизированная система централизованного оповещения, есть службы гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, есть взаимодействие с телевидением, бегущая строка, информация была доведена об ожидающихся неблагоприятных явлениях. Соответственно, действительно, вот в послеобеденное время в республике, в отдельных населенных пунктах, ну и можно сказать, Назрань, Назрановский район, в основном Сунжинский район, вот в этих районах, муниципальных образованиях наблюдались сильные дожди, да, с градом. Значит, что касается отключения электроэнергии, это не столько последствия неблагоприятных погодных явлений, сколько это реагирование самих вот этих служб с целью исключения возможных негативных последствий в связи с неблагоприятными погодными условиями. То есть намеренно произведено отключение электроэнергии. Соответственно, конечно, наблюдаются факты и с подачей водой, раз отключается электроэнергия, но по линии электроснабжения функционирует 13 бригад по восстановлению электроснабжения. На данном, хотелось бы сказать, что все сообщения граждан об отключениях электроэнергии, они принимались по линиям связи, прежде всего система 112 у нас работала. Эта связь, соответственно, сообщения об отключениях передавались в дежурные службы, ресурсоснабжающие службы, в частности и по электроснабжению. Проводилось экстренное реагирование на вот эти отключения и принимались меры к восстановлению там, где было нарушено. Но там, где наблюдалось последствия неблагоприятных погодных явлений, короткий промежуток не представлялось возможным, как я уже выше сказал, не представлялось целесообразным, и это было небезопасно для населения. В последующем в данный момент уже эта система реагирует в штатном режиме. А помимо восстановления электроэнергии, какие еще работы проводятся по ликвидации последствий? Я вам скажу, что в городе Назрань, в Назрановском районе и в Сунжинском районе проведены заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности. Есть у нас единая государственная система реагирования на чрезвычайные ситуации, территориальная подсистема. На уровне этих муниципальных образований введен повышенный режим функционирования РСЧС, так называемая система. То есть это готовность номер один к реагированию на любые проявления, в частности, связанные с обеспечением населения газом, светом, водой. Поэтому все эти службы реагируют в связи с принятием решения комиссиями по ЧС о повышенном режиме готовности к реагированию на эти происшествия. Соответственно, на данный момент у нас подсчет последствий неблагоприятных погодных условий продолжается. Окончательные сведения они будут известны только завтра. По предварительным данным, в частности, я бы хотел сказать, что, например, в сельском поселении Икажево у нас есть информация о повреждении кровель 13 домовладений. Есть информация о повреждениях отдельных участков дорог.
Значит, по линии Минсельхоза имеется информация о значит, пострадавших посевах сельхозкультур. Сельхоз, да, Значит, пострадал, то есть да. везде по вот этим линиям созданы специальные оперативные группы, которые занимаются, во-первых, есть такая функция, как, насколько это возможно, предотвращение, пресечение, дальнейшее развитие вот ситуации там, где это возможно, естественно, восстановление нарушенного такого хозяйства, так сказать, подсчет ущерба. Естественно, для этого в последующем необходимо планировать восстановление того ущерба, который нанесен и гражданам, и юридическим лицам. То есть вот такая работа. А те люди, которые пострадали от стихии, они могут рассчитывать на поддержку со стороны властей? Значит, дано указание и главы республики, это предусмотрено и в нормативных правовых актах, регламентирующих значит, выделение денежных средств из резервного фонда. В частности, есть муниципальный уровень реагирования, есть региональный уровень и есть федеральный уровень. Значит, соответственно,